Здравствуйте! Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Цикл видеороликов называется «Азбука права». Меня зовут Айда Айтулонова, я являюсь директором социального центра «Равные возможности». В этом году при поддержке проекта ПРООН и МИД Финляндии мы выпустили цикл видеороликов «Азбука права», адаптированные к пониманию лиц с нарушениями слуха. Мы в видеороликах затронули темы о государстве, о праве, общее понятие о Конституции, как заключить брак, как получить алимент, наследство. Меня зовут Джумакадыр Кызы Нурзия. Я работаю сурдопереводчиком в социальном центре «Равные возможности». Подобные видео, которые были отсняты по правовой тематике, очень важны и необходимы для людей с нарушениями слуха, так как это повышает уровень правовой грамотности людей. Создание таких роликов – это впервые в Кыргызстане в истории общества глухих. Меня зовут Абдраимова Чинара, мне 44 года. Я закончила школу для слабослышащих детей номер 21. После школы поступила в лицей по направлению швейное дело. На данный момент у меня есть семья, 3 детей. После окончания лицея я планировала, как и все, найти работу швеей, но ввиду того, что у меня была инвалидность по слуху, я это не могла сделать. Я не получила высшее образование, и поэтому долгое время я искала работу, работала в различных сферах. Меня зовут Аргиза, мне 30 лет. Я работаю мастером по маникюру, педикюру, а также мастером по визажу. У меня 2 детей. Я живу в городе Бишкек, в селе Военно-Антоновка. Я обучалась в школе для глухих детей, закончила 8 классов. Образование после школы, после 8 классов я не получила. Я смотрела эти образовательные видео «Азбука права», и я считаю, что эти видео были очень полезны для людей с нарушениями слуха, что было удобно, был и сурдоперевод, были и субтитры, то есть для разной категории людей с инвалидностью была доступна информация. Я просмотрела цикл видеороликов «Азбука права», и самая необходимая тема, по моему мнению, это тема о пенсии, потому что в этом видеоролике рассказано о том, как правильно оформить документы, чтобы получить пенсию, и вся необходимая информация для инвалидов по слуху. Еще необходимой информацией является тема трудоустройства инвалидов. Я считаю, что такие видеоролики нужны, потому что много людей с глухотой могли узнать необходимую информацию. Видеоролики были распространены среди пользователей социальных сетей, а также были записаны на диски и розданы среди глухих и слабослышащих граждан. Мы до сих пор получаем положительные отзывы. Некоторые сообщают свои рекомендации в последующем, как еще, на какие темы можно будет создавать видеоматериалы. А также некоторые люди сообщают, что по некоторым темам материалы им вполне заменяют юридическую консультацию. Что такое право? Почему это важно в жизни каждого человека, каждого общества, каждого государства? Я думаю, что каждый человек должен знать и пользоваться своими правами.